Мендет Кентавермют. Сегодня мы делаем запись с интереснейшим человеком Саглар Бугаевой. Мент Сагларекче. Мендет Кента Наджнер. Nächner. Давайте начинать. Я немножко представлю вас. Саглар Экче профессор социологии в колледже Стейтен-Айленд. Закончила PhD по социологии в Ельском университете, это Лига Плюща. Также мастер в этом же университете. Учили вы в СПГУ на монгольско-тибетской филологии. Все верно? Да. Вы исследуете сейчас, я так понял, рунические надписи и их перевод, как переводы, такие источники, и перевод их на айратский язык. И самая сейчас нашумевшая история – это перевод Джангара на английский язык. Я, кстати, припас вашу книгу. Вот примерно так. Далее мы в разговоре уточним другие детали. Я хотел спросить, вот мы во втором дубле, у нас первая попытка записи была прервана йеменскими хуситами, и хотел бы поспрашивать вас о раннем влиянии. Что повлияло на вас, как на исследователя? Почему вам интересно изучать именно айратскую тему, джангар и вообще историю и социологию? Я начала после школы изучать калмыцкий язык, калмыцкую литературу, калмыцкую историю в нашем университете, в Элисте, в Калмыцком государственном университете. Я училась год на калмыцком отделении, потом продолжила мое образование сначала в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге. Я часто пишу в своих, когда подаю заявления на разные программы, я всегда пишу, что вот начинала в Ленинградском университете, закончила Санкт-Петербургский университет, я прожила или прошла такую социальную перемену, революцию. Так что я начала в одном университете, закончила в другом университете, вот, и в другой эре, да. Потом училась 2 года на Тайване, потом приехала в Америку и пыталась продолжить мое образование в этом же русле, но не могла найти подходящую программу. То есть программы по монгольскому, по айратскому языку, литературе очень сильные были в таких центрах, как Токио, Киото, Бонн, да, Боннский университет, Санкт-Петербург. А в Америке была другая система образования. И в нескольких университетах, куда я подавала свои заявления на учебу, там был такой фокус либо на Китай, как бы побочный там Центральная Азия, или там Индия, Япония, но вот такого фокуса на Монголию как бы я не находила. Вот, поэтому я поступила, в это время у меня была такая временная работа в медицинском институте по международному здравоохранению.
Вот. И я решила как бы поступить на мастерскую программу, совмещая область Центральной Азии и этнических республик Российской Федерации как бы, с каким-то вот конкретной областью международное здравоохранение. И вот как-то так я немного отошла и очень долго этим занималась и как бы развивала свою профессию в этом направлении. Но всегда, конечно, меня тянуло назад. Мне всегда нравилось изучение так называемого, хоть я и не согласна с этим названием, «Шелкового пути», от Рима до Индии, особенно с концентрацией на цивилизациях кочевников. Мне всегда это было интересно. И уже позже, после всех моих проектах в области международного здравоохранения, уже когда сын поступил в университет, уже когда могла я как бы выбирать действительно то, что может быть не так практично, прагматично. Вот. И уже после того, как мой сын поступил в университет, я решила делать то, что всегда хотела. И вот я занялась переводом. И, конечно же, это такое, как бы, многие считают это больше как мое увлечение, но постепенно я стала как бы направлять это увлечение на более профессиональный уровень. И после моего долгого проекта по здравоохранению, по стратегии здравоохранения в Абу-Даби, я жила там 6 лет и работала на Abu-Dhabi Education Council. Это как бы такая государственная система, которая разрабатывает стратегии на пересечении двух областей. Это образование и здравоохранение. Вот я там работала. После того, как я вернулась, я начала работать, давать лекции в 2 университетах и писать, переводить работы по айратской литературе, истории, языку. Вот так как бы долгий путь. По жизненным причинам приходилось изучать совершенно что-то другое, которое было более прагматичное. Ну и в конце концов я вернулась в область, которая действительно ближе моему духу и увлечению. А вообще американская система образования, она заточена больше на практические вещи, на прикладные? Ну, не то, что образовательная система, а вообще система частной жизни. Многие студенты, которые со мной учились, я закончила мастерскую программу по международному здравоохранению, стратегия, strategy, policy, да? Human rights in access to health. То есть многие заканчивают университеты с таким вот вдохновением, да, улучшить систему образования, улучшить систему здравоохранения или улучшить положение детей, бедных, там, да. А потом, когда мы выходим в реальную жизнь, и просто начинаются обыкновенные житейские проблемы, да, как устроить детей в хороший садик, как
как найти, как устроиться хорошим, как найти квартиру в хорошем районе, да, как благоустроиться. И как бы не остается времени на вот такие, на такие высокие идеи, да, и, как бы житейские заботы начинают тебе как бы съедать твою каждодневную жизнь. И, ну, потихоньку приспосабливаешься, как найти такой вот срединный путь, да, как в буддизме, чтобы и, и жить как бы, и, и жить, и в то же время повседневной жизнью, и в то же время успевать делать что-то для высоких таких целей, да, и для серьезных целей. А как долго заняла вот, по времени работа над переводом Джангара у вас? Работа заняла 3 года. Причем эта работа больше не над самим переводом, да, а это такая стратегическая, политическая работа, да, потому что существует тысячи авторов, существует миллионы ученых, да, у каждого есть своя цель, свое убеждение, да, и как выдать свою стратегию, да, как выдать свой план, свое исследование, как такое стратегическое, да, как уговорить тех, кто решает. Это издательские дома, да, серьезные издательские дома. Как доказать, что проект, допустим, по калмыкам, о которых мало кто слышал в широком пространстве издательском, как доказать, что это небольшое население имеет серьезную культуру и наследие, которое должно быть опубликовано в топовых издательствах. Это конкуренция. Потому что когда ты продвигаешь исследование, какое-то искусство, да, или политический план, тебе нужно всегда вырабатывать стратегию, как достичь успеха, да, как дойти до точки, где все согласятся, что да, это стоит. Но для этого нужно доказать, что широкое население, то есть не только калмыцкий мир, да, и не только монгольский мир, но и простой человек, который ходит по улице Нью-Йорка и где-нибудь там Висконсина, захочет зайти и купить эту книгу, да, или захочет, если это в области там искусства, захочет пойти и посмотреть фильм, да, или прочитать там статью, да. То есть это работа над уровнем твоего произведения, да, в любой области. Судя по продажам на Амазоне, Амазоне, вы провели замечательную работу, потому что в Европе осталось всего 5 книг на складе доступных, в Америке там тоже что-то в этом духе. Очень много как бы sold out, все книги распроданы. Но это я сейчас сужу по Амазону, потому что я там заказывал. Я пытаюсь не следить
за вот такими моментами, потому что очень в течение 3 лет нужна подготовка, да? Нужна дисциплина, потому что когда публикуешь что-то от наследия тех людей, народов, которые мало представлены в мире издательства, то иногда приходится как бы лавировать и плыть не по каким-то вот твердым законам, установленным планам, как для других авторов, которые представляют, я не знаю, Рим, Грецию, Персию, да? Поэтому в течение 3 лет это не была работа над переводом. Были такие окна возможностей. Допустим, переговариваешь с несколькими редакторами и посылаешь, ну, такое, как сказать, письмо, да? Это письмо должно заинтересовать так, что отложилось в памяти этих редакторов. И это не такое научное, да, доказательство. То есть доказательства, они нужны, но почему-то они иногда не срабатывают. Поэтому нужно задеть вот как-то вот сердце, да, редакторов. И чтобы они не могли заснуть, да. И вот у них там в их распоряжении, там, допустим, 100 проектов, да, из которых они должны выбрать. И они вот думают и думают. И нужно так задеть их сознание, да, чтобы они не могли спать. И вот это вот не давало бы им спать. И вот что-то в этом калмыцком эпосе, что нужно публиковать. И вот одно такое окно, да, и если у тебя есть это окно, ты действуешь так, чтобы выиграть это окно возможностей. Потом это окно потихоньку сужается, и вот в течение 3 лет у тебя несколько есть вот этих окон возможностей. Потом нужно ждать, когда другое, вот создать условия, когда откроется другая возможность, да? И уже в эту возможность тебе уже нужно, допустим, послать главу, которая опять так заденет какие-то там вот ноты, да, мышления или чувств вот этих редакторов, да. И опять они не могут спать, да, они думали, ну, уже успокоились там от одной идеи книги, да, а тут вот эта глава, да, и уже потом опять, ну, может быть, пошли 3 главы, да, ну, может быть, пошли целую книгу. И между вот этими окнами возможностей ты не знаешь, ты сидишь и ждешь, да? Будет будущее у этой книги или не будет. И можно сойти с ума, или нужно просто вот так вот собрать как бы вот такую дисциплину и ждать, да? И так медитировать, там, успокаиваться. И это 3 года, да? То есть все думают, как долго ты сидишь и переводишь. Ты недолго сидишь, переводишь, а у тебя вот дается возможность.
И ты бежишь между семьей, работой, недосыпанием, и тебе нужно как бы выстрелить, да? Вот эту как удачу, да? И, конечно же, вот эти 3 года — это 3 года упорной подготовки и упорного образования. То есть в этот момент все вот сходится, да? Все твои какие-то, казалось бы, странные пути, да, твоей жизни, там где-то в Калмыцком университете, на Калмыцком отделении год училась, потом занималась каким-то источниковедением старого монгольского языка во времена, когда все люди думали, зачем, да? Или опыт работы стратегии, опыт работы с такими сильными consultants. Да, вот, я много научилась у этих consultants, когда им нужно как сказать, создать какой-то такой монументальный документ, стратегию, чтобы все поверили в эту стратегию, да? То же самое это с книгой. Нужно создать Я такую... вас слушаю и представляю вас в пластинчатом доспехе с луком, выжидающим вот эту возможность и с натянутым луком, чтобы выстрелить. Да, да, да. И я так преподаю своим студентам, когда я говорю, почему нужно читать классические книги, да? Вебер, Маркс, Дуркхайм, Хоббс, Лок, да? Мишель Фуко. Ты подготавливаешь вот эти сильные цитаты, да? И когда уже пишешь, есть это поле битвы, да? И выходят такие сильные защитники вот этого поля, и тебе просто нельзя выходить без подготовки, да? И когда презентуешь, представляешь свою работу, да, ты под обстрелом, да? То есть, ну, обстрел это не луки, не стрелы, не катапульты, да, а слова сильных людей, да? И поэтому тебе нужно постоянно так щитом защищаться. И я говорю студентам, если что-то напишете, чтобы защититься, вам нужно вставить цитату, да? Это мое слово, но это подтверждено этой цитатой. Это мое слово, но я знаю Маркса. Это мое слово, но я знаю Дуркхайм. Это мое слово, но я знаю Фуко. Да? Поэтому постоянная подготовка вот, классического образования важно, чтобы быть готовым к разным стрелам, да? То есть это серьезная, но я не хочу сказать борьба, потому что это интересно, очень интересно быть в этой перестрелке, да? Но быть подготовленным, да? И ты не знаешь, какое новое оружие, да? Дебата, дискуссии подготовлено против твоего мнения или против твоей гипотезы, да?
Поэтому постоянно нужно читать, чтобы быть подготовленным в любой момент. Давайте поговорим, вот вы упомянули про катапульты и трибушеты. Давайте поговорим про табгачей и вашу статью про язык войны, War and Peace, язык Елу, да? Да. Моя работа после Джангара концентрируется на периоде, средневековом периоде, до Чингисхана. Мне кажется, важно, когда мы представляем историю Айрат, прото-Айрат, рассматривать в глобальной истории, да, раздвигать границы временные и территориальные, да? То есть постоянно мы слышим со школы, калмыки пришли в степь, да? Но я считаю, что у калмыков, Айрат, прото-Айрат очень тесная связь, очень такая близкая связь со степью. Никто не знает степь, как кочевники. Поэтому нужно, мне кажется, изучать историю, язык, связывая это с историей степи. Его можно назвать шелкового пути, но для меня шелк — это как бы опять фокус на Китае, да? Он больше, мне кажется, путь коней, коневодство, потому что это более важное commodity. Согласен. Но эта тема про... Вот эта статья, она посвящена Жужанскому ханству. И уже было известно, что жужане — это монголоязычный народ, монголоязычное ханство, которые, кстати, изобрели вот этот политический термин хан и ханство. Также было известно уже через археологию, важные работы в лидирующих журналах, что Жужанское ханство было разбито тюркским каганатом, которые были участвовали в прокси войне, и за спиной тюркского каганата были вот эти табгачи или династия Северной Вэй. Династия Северной Вэй и жужане, они относились к одному клану, к одной династии. Они были из династии Елю, Сянби. Вот. И получается, очень часто в истории, да, две мощные цивилизации воюют против друг друга, но на самом деле они выходят из одного клана. Корня. Вот. То есть это было известно, но было известно по источникам на других языках, и
И также считала, что вот эти источники на рунических скриптах, как называется, скрипт? Шрифтах, Алфавит, да, да? алфавитах, да, письменах. Письменах, что это в основном письмена тюркского каганата, тюрок. Мне вначале хотелось перевести вот эти некоторые манускрипты и тексты, и как бы цель была посмотреть, есть ли какие-то монголоязычные слова или какой процент я могу найти монгольских слов. Но вот это данный текст, он называется ангинский, я начала читать с самого начала, и язык такой очень знакомый. И это раскрывает историю вот этого конца жужанского каганата, и как они бежали в Каспийскую степь, да? В середине VI века. И вот эта история как бы раскрывается через эту письменность. На языке, который близок к языку вот этому староиратскому, да? Ну, возможно, это старомонгольский, просто монгольский как бы развился совершенно, ну, как бы в современную форму, а мы сохранили тот язык, который был близок, может быть, вот, к средневековому уровню. Это как в Улан-Баторе мы пришли к педиатру и пытались с ним говорить на калмыцком языке, и он говорит, вы разговариваете, говорит, как средневековые монголы, то есть вообще какая-то архаика, говорит. Ну да, наш язык законсервировался. И в языке, через язык, вот этот, когда переводишь ключевые термины, политические термины, какая-то даже связь есть, вот почему-то связь с латинским языком, особенно в политических, юридических терминах. И, ну, очень интересно. То есть это дальше нужно изучать, и мне кажется, наша степь и языки степи могут раскрыть древние связи между древними народами. Я не говорю, что язык айратский, там, да? Нет, я говорю, что язык может быть таким, как каналом, да? Или путем для понимания широкой культуры степи. Ни одного народа, не в таком национальном, модернистическом понимании. Мне понравилось нужно отключать вот это национализм, модернизм и вот входить вот во времена шелкового пути. Мне понравился ваш пост на Фейсбуке, когда вы писали то, что если будет говорить, что калмыки сюда пришли, просто молча покажите им эту карту. И потом покажите, если будут все равно там что-то говорить, покажите еще карту аварского каганата. Мне очень понравилась эта публикация. Действительно, то есть получается, эти жужжане, уйдя на запад, они стали аварами, да? Да. Получается так. И вот в школе, допустим, на истории, на уроках истории, ну, в России, вот здесь, мы, естественно, очень мало изучаем
у нас фокус на центральноевропейскую равнину, и вот этот кусок гигантской истории, ну, для нас просто неизвестная лакуна. И из истории я помню только вот это кусок, то, что «погибоша аки обры», из слова о полку Игоря, и, ну, как бы попали там, ну, как эти авары, то есть никто не знал, откуда они пришли, никто не знал, кто они, и никто не знал, почему они так быстро, ну, исчезли. То есть мне очень интересно вот этот кусок про авар. То есть вы тут делали статью и про аварский каганат, да? Мгм. Да, для понимания истории шелкового пути важно восполнить, да, вот этот пробел такой глобальной истории, да. И тогда получается более полная картина от Рима до Индии, что между Римом и Индией были кочевнические цивилизации и кочевнические инновации в политике и культуре. И эти инновации были важным вкладом в цивилизацию не только шелкового пути, но цивилизацию, мировую цивилизацию. И пока начинается история этих кочевнических цивилизаций с цивилизации хунов. Конечно, было и до хунов, но в письменных источниках мы начинаем с хунов, да? Потому что мы знаем это из китайских источников. Я начала изучение начинаю исследование после того, как хуны пали, да, в своем огромном геополитическом влиянии. И они как бы передают вот эту нить, цивилизационную нить к следующему ханству. И это были сянби или две династии или два дома, да? Один дом вот этот Табгачей, а другой дом, он называется дом Чимидов. Это у них был тотем Чим. Чим и во множественном числе Чимид. Это дом тарантулов. И до Жуан-Жуанов их дом назывался в честь вот этого лидера Чимида. Да? Чим. И в какой-то период их постоянные были битвы за доминацию. Да? И в какой-то момент вот эти чимиды потеряли свое могущество, и их дом Табгачей стал называть Жуан-Жуаны. И Жуан-Жуан это было такое название презренное. И Жуан-Жуан это на Mandarin Chinese, да, на китайском, как бы попытка объяснить вот это монголоязычное слово Арлджин. Арлджин, ага. Интересно. И в китайских источниках написано, что вот этот лидер Табгаче хотел унизить, да, вот этот из дома Табгаче хотел унизить дом вот этих Чимов и Чимидов, да, потому что они тарантулы, у них был вот этот ядовитый, да,
как сказать, укус ядовитый, да, или Мгм. могли нанести ущерб, смертельный ущерб, да, смертельно ядовитый ущерб. То есть такая была мощная а, держава. И когда они в какой-то момент потеряли вот это могущество, их э, назвал лидер Табгачей такими э, смердящими насекомыми. Вот. И они превратились из тарантулов как бы в таракашек, да? И вот. Мгм. И в то же время вот этот дом Тимидов взяли вот это название, да, Жуан-Жуан или Аралджан, как и вложили, да, вот эту ханство, такое следующее могущество, даже с таким как бы именем, как, как их называл табгачинский лидер, типа какие-то жуки, да? А вот И потом они этноним подняли Табгачей вот тоже эту... интересен. М? Я говорю, этноним Табгачей тоже интересен. То есть Табгачи — это этноним, получается, от профессии. А, я пишу, что этноним от профессии, ну, Төбә Төбгаче — это артиллерист, да? Это этим занимался Легети, и был такой очень влиятельный ученый, который важен нам в айратских исследованиях, да? И Легети показывал, что династия Табгаче в Северном Китае, когда они установили такую сильную цивилизацию, да, в Северном Китае, в историографии китайской она называется династия Северная Вэй. Но за Мгм. династией Северная Вэй это Табгаче, да? И Легети показывал, как много в государственном языке слов, которые кончаются на че, да? И он показывал, как че, вот эти слова, это слова бюрократической системы, правления, да, или вот бичик-бичик-че, и другие слова, которые показывают профессионализм. И вот эти терминология вошла в употребление вот этой династии Северной Вэй. То есть это была работа, написанная Легети. И можно проследить в этих манускриптах на руническом писании очень много политических терминологий, которые тоже кончаются на че, показывая такую сильную систему бюрократической власти. Да? И то же самое Торгаче, это как бы когда Легети занимался расшифровкой, да, и доказал, что ну, во всяком случае в начальной эпохе вот этой династии Табгаче было очень много монголоязычных заимствований в политическом языке и культурном языке этой династии в Северном Китае. То есть можно тоже провести эту параллель, и можно найти много терминологий, которые вот заканчиваются на че, Тюргаче, да? Вот. И
ну, можно использовать вот эти лингвистические как сказать, английские слова входят в голову. Можно Ничего использовать страшного. лингвистику для того, чтобы расшифровать культуру и политику этого времени. Мгм. Давайте вернемся к их противникам, Табгачей, аварам, Жуаном, которые стали потом аварами. Вы вот эту надпись на сосуде, которая единственная, да, сохранившаяся из аварского языка надпись, как вы ее переводите? То есть, Там я представляла 4 или 5 источников, да. Одна была надпись на ремне, да. Потом было 2 сосуда. И третье – это написание или руническое написание на стеле. А стела называется балбал. И это другое интересное слово, которое в словаре, да, можно посмотреть, что такое балбал. Оказывается, бал по-калмыцки гранит. Вот, балбал это стела, гранитная стела. гранитный гранит. Да, вот. Но, по-моему, на других языках не могли понять, что такое, как перевести и какое происхождение этого слова балбал, да? Хотя вот эти каменные памятники, они распространены по всему Алтаю, Сибири и вдоль шелкового пути. Вот. Начинается моя статья с перевода, по-моему, с перевода надписей на ремне, да? Я могу посмотреть. Вот. Одну секунду. Да ничего страшного. Сейчас. Это очень на волне. Сейчас, минутку. У меня оно даже открытое. Статья начинается с IX века. Начинается я разбираю надпись на серебряном ремне из места, называется Курай. Это в 40-х годах, это все еще была Айратская автономная область, Ойрат. Да? На тюркском перевели как Нобл Акун ремень. Ремень Дворянина или там дворянина, рыцаря. аристократа Акуна, да? Я перевожу там слово первое, 3 слова. Кушак, кюн и очхе. Очхе, кюн, кушак. И по словарю нашла, что очхе это костоправ или человек или лекарь.
И описание этого человека, который был захоронен, он был богато одет, был одет в 3 таких шелковых халата. У него были такие мягкие кожаные сапоги с серебряными пряжками. И, и вот этот ремень, он показывал очень высокий аристократический статус этого похороненного человека. К его ремню был приложен лук монгольского стиля, и у него также были стрелы, которые называются свистящие стрелы, и в Джангаре они называются кибер, свистящие стрелы. Вот. И вот этот ремень, он был из 65 серебряных бляшек, да? Как они называются? Пластин. Пластин. Это кожаный ремень и 65 серебряных пластин. Ну, вообще ремни показывали состоятельность мужчины, да? И иногда это как бы такой ходячий кошелек, да? Потому что эти пластины серебра или золота легко снимались, и ты мог заплатить или вложить, да? То есть люди сразу видели, о, человек идет, да, с богатым ремнем. Вот. А к ремню у него было пришиты 2 шелковых мешочка. То есть вот эти шелковые 3 шелковых халата, тушнута, да, они были такие тонкие и из богатого шелка. И вот так присборенные вот этим ремнем. И раньше не было карманов. И к ремням присоединяли вот эти мешочки. И в 2 мешочках у него было там огниво, какие-то вот для типа кусочки, ну, как спичек, да? А во втором мешочке были человеческие зубы и зубы грызунов. Это для гадания, наверное. Зубы? Я не знаю, для чего зубы. Ну, показывает, что он был лекарь. Вот. Интересно. И на одной пластине вот там было написано, что «Очхэ кюн кушак» – ремень лечащего человека. Да? Вот. На втором второй объект это был объект, найденный Киселевым. Был такой археолог Киселев, он нашел вот этот объект. Это кувшин, и серебряный кувшин из местности Туехта. Опять же, в 40-х годах, кстати, в 1936 году, нашли в Айротской автономной области. То есть в то время еще называлась Айротская автономная область. Нынче Горный Алтай. Нет, не Горный, сейчас просто Республика Алтай. Так. Вот. И на тюркском перевели Queen Nur gave
Силва. Мгм. Хатун Нур дала серебро, да? И айратский перевод, там вот Аю Хатун Уха Амсе Агар. М, более логичный даже, чем Да, и тюркский. начинаем с конца. Агар, да? Это ага, кружка, да? Мгм. Чашка, да, пиала. Да, чашка, пиала. Амсе Пробовать, да? Кушать, пробовать, дегустировать. Ухо пить, пить. да? Хатун Ну, это королева, ну, королева, да? принцесса. Мгм. Да. И вот имя как-то вот звучит как Аю. И получается, что это кувшин или какой-то вот эта кружка или сосуд для дегустирования и питья а, вот этой хатун аю. Королева медведицы. Да. Вот. И, и вот человек, который был похоронен, и возле него положили вот эту кружку, да, с надписью. Он тоже выглядел как богатый человек, да, такой из аристократического класса. Мгм. Он тоже был одет в 3 шелковых бешмюта, да? 3 цвета вот этого шелка, дорогого шелка. Зеленый. Сначала верхний был бургунди, это как такой бордовый, да? Мгм. Потом средний был бешмет из тонкого такого шикарного шелка зеленый. И внутренний был из такого золотистого шелка. И возле его головы лежал вот этот сосуд. Ам, Как вы думаете, ну, вы, получается, первое начали переводить вот эти рунические надписи именно на староайратский язык, да? Да, И э, как вы думаете, ну вот какое вообще количество этих надписей? Сейчас, получается, это ваш фокус работы именно на этом. да. И это может на самом деле приоткрыть вот эту завесу как бы недостатка источников, недостатка информации. И мне кажется, да, это очень интересная работа. э, Это какой-то уже новый угол зрения на Ну, нашу статья была центральноазиатскую культуру. опубликована. Мгм. Статья была опубликована в журнале. А, И ну, это обычно такая система в академии, да? Ты пытаешься выдать это а, через журналы. Но, конечно, цель это опубликование книги, да, в каком-нибудь таком серьезном издательстве, чтобы, ну, как утвердить, да, эм, утвердить это исследование. То есть, ну, работа только Мгм. начальной стадии. И, естественно, нужно это продвигать, потому что если долгое время считалось, что письменность только там начинается во времена Чингисхана, да,
А если ты отодвигаешь на 8 веков, то нужно вложить много доказательств. И ну, предстоит много работы. И надеюсь, что как бы, калмыцкое общество тоже этим заинтересуется, потому что это важно для нас. И ну, в любой области нужно продвигать, да, любую область. Область языка, область литературы, область искусства, область кинематографии, область музыки. Потому что культура – это всегда в истории айрат, протоайрат, да? Культура и образование – это были сильным фактором выживания. То есть как-то нас вложили, да, что айраты выживали, потому что там, через меч, да? Огонь и меч. Конечно, это важный фактор, но важнее, особенно во время современного мира или постмодерна, да, это вопрос, какой вклад цивилизационный мы вносим. Да? То есть вот этот миф, что монголы могут только воевать, этот миф нужно рассеивать, да? Что империи кочевнические приходили с инновациями. Не только милитаристская инновация, но и культурная и политическая инновация. Да, согласен. И все археологические доказательства существуют. И сейчас письменные доказательства. Поэтому нужно учиться у тех цивилизаций, которые знают, как показать культурное наследие. Только через культуру мы можем продолжать, да, вот эту цепь кочевнической преемственности. Да. И не обязательно быть кочевником, да? То есть это культурная идея кочевничества, кочевнической цивилизации, да? Я также понимаю, что есть проблема языка, да? Но если есть вот этот культурный код, то будет возможность восстановления языка, да? Тем более каким-то образом наши предки, да, растянулись вдоль вот этого шелкового пути, да, разные ханства. Да? И поэтому, если теряется что-то в одном месте, есть импульс в другом месте. Если какая-то область теряется в том месте, может быть, у нас есть другой там политический импульс. Да? Поэтому как-то вот это растягивание наследия вдоль от Алтая или от Китая, Алтая, Индии до Каспийских степей, это в помощь нам. Поэтому не надо смотреть на Калмыкию, только Калмыкия, которая теряет калмыцкий язык. Да?
у нас есть связь с другими продолжителями других там ханс, да? Поэтому мы сейчас активно форсим именно этноним Айрат, чтобы сделать его более инклюзивным, потому что в Калмыкии мы зациклились именно на калмыцкости, калмык, и мы себя обособляем от не только всего монголоязычного мира, мы обособляем себя и от других айрат, таких же, как и мы, таких же дарвюдов, таких же тургудов или хашудов в Синьцзяне, в Монголии, там, не знаю, те же там в Кыргызстане, те же Калмык. И поэтому сейчас, мне кажется, важно именно больше употреблять и как бы создавать именно имидж айратской политической нации. Ну, как бы этот проект возобновлять, потому что за этим будущее, за консолидацией. Ну, я вообще хотел другой вопрос, на самом деле, задать. Я к этому вопросу, вот я занимаюсь там несколькими источниками на руническом, да, языке, и там упоминаются многие народы. И сейчас я пытаюсь разобраться, упоминается народ, наверное, это народ Кумаси, но почему-то на руническом он пишется, там не пишут гласные, да, то пишут К, Л, М, С. Получается, и вот это «с» на конце – это множественное число. И есть два типа множественного числа. И если прочитать, то получается калам-си или калам-дык. Вот какой-то народ был калам-си и калам-дык. А вы читали статьи Дымова? Это средневековье. Может быть, название вот это калмыки, то есть корень калмыки, хальмгут, да? Вот это хальм, может быть, идет с среднего века, так же как, ну как-то, то есть нужно разбираться, да, в материалах. Есть такой археолог саратовский, по-моему, Дремов, и у него есть статьи как раз про калмаков, средневековье, по его гипотезе, по его версии, калмаки – это монголоязычные остатки племен, которые не приняли ислам в Золотой Орде. И впоследствии, то есть они упоминаются в источниках калмаки еще до прихода айратов. То есть это 14-15 век, когда айратов еще не упоминали на тех территориях. Это территории Казахстана современного, центрального. Потом теория, то, что айраты потом включили в себя этих калмаков, потому что они родственные монголоязычные. И то, что Джангар это был эпосом именно этих калмаков, и у него там даже есть карта. Очень интересно, кстати, расположение географических мест. Вот Бумба, вот страна Хонгара, вот океан, то есть это море Аральское, это вот этот океан. И очень интересная теория. Я вам потом отправлю эту статью, если вы не читали. У профессора Батра, да, Китинова, тоже статья по калмак и связь вот с Восточным Туркестаном, опять же, шелковый путь. Меня интересует даже ранее, да, до Чингисхана. То есть это начало
Средневековья, там, да? То есть, Мгм. что было в 6 по 8-9 век, даже раньше, вот, времена Жуан-Жуанов, да, и Джангар, в нем такие ранние пласты, очень интересные. И иногда, когда читаешь Джангар, особенно вот в Джангаре как бы очень такое строгое неупоминание названий народов, да? Но в одной главе упоминается хан Тюрк. Мгм. И начало вот этого тюркского ханства. И явно это не тюркское ханство позднего средневековья. Так Мгм. что и описывают, как тюркский каганат начинает подниматься как держава на производстве, да, металла, металлургии. В Мгм. этой части Джангар, как у них лошади и кавалерия становится металлической, да? Что у коней там и копыта из металла, да? И тело из металла, и крылья из металла. Мгм. То есть, А, по вашей версии, какие-то главы Джангара уходят и на полтысячелетия еще ранее? Но единственное название народа, которое упоминается, или ханство, это Тюркхан. Мгм. И Интересно. развитие этого ханства, установление могущества на металлургии. Об этом писали в китайских источниках, что до тюркского ханства было ханство Жуань-Жуаней, монголоязычных Жуань-Жуаней, да, и тюркское ханство производило металл, оружие для Жуан-Жуанского ханства. То есть они были подданными Жуан-Жуанской империи. И в какой-то момент они стали подниматься на вот этом, на своих инновациях металлургии, да, в индустрии. И в какой-то момент этот лидер тюркского ханства пришел к Жужанскому лидеру Жужанской империи, он сказал: дайте в жены мне вашу принцессу. И Жужанский император сказал: как я могу дать, да, там, свою дочь работнику по металлу, да? И, ну вот потом началась война. И, естественно, мы знаем, какой конец, да? Табгачи и тюрки как бы объединились, и жужжане пали и спаслись где-то в Каспийских степях. И потом построили мощную державу, да, в Прикаспийских степях и даже вот в Восточной Европе, да, вот аварский каганат. То есть, мне кажется, там очень много пластов, и они как-то так вот все Переплетено. упоминается. Да, то есть не надо вот... То есть иногда мы хотим как-то вот утвердить во времени, да, и мы можем не помочь в развитии Джангара, да, а наоборот как-то
сначала была попытка, там даже Козина, да, сказать, это такой сильный эпос. И он, и вот дата, да, Джангар это расцвет там при Эсен-хане, при Эссене. Но потому что в тот момент, казалось, это был самый такой высокий, да, полет. Но нам казалось, что это высокий полет, потому что мы не знали, что было раньше, да? А теперь мы знаем, что был еще полет Джужани, да? Которые развили сильную там, канцелярию с переводчиками, с учеными, да? Вот. Но мы просто не знаем, что было до этого, да? Поэтому хорошо делать, как хорошо, наверное, думать, анализировать Джангар, как это делал археолог Грязнов. Он считал, он когда делал свои археологические исследования в Сибири, вот это сибирское золото, да, и он опубликовал одну статью, где он пишет о ценности айратских и монгольских эпических материалов для понимания вот этой древней археологии. И он считает, что вот эти эпические произведения, они относятся не просто там к какому-то столетию, да, а относятся к периоду героической эры. Мне кажется, это более подходящее описание времени, как героическое время, да? То есть героический эпос Джангар, да? Это из эпохи героического летоисчисления. Вернемся к современности. Такой вопрос. Используете ли вы в своих исследованиях современные технологии? Ну, например, для, не знаю, программы OCR, распознавания вот этих рун, не знаю, искусственный интеллект, вот эти лингвистические матрицы не используете? Не использую. Я очень недалека с технологиями. То есть Просто... мне больше нравится... Сейчас покажу вам. Как сказать? Простота. Простота этого, может, ну как сказать, алфавита. Их мало. И, наверное, популярность этого письма, то есть можно найти столько рунических надписей вдоль шелкового пути, ну, особенно на Алтае, да. И популярность этого письма была в том, что оно было очень демократично простым, да. Это даже если сравнить зайпандитскую письменность, да, ну или китайские иероглифы, ну, это нужно серьезное образование. Нужен вклад своего времени в понимание в грамотности, да? Вот эта руническая письменность была очень простой. И поэтому
она как бы вошла в такие в широкие массы. И не только среди аристократии, ну и среди там страты купцов, торговцев, да, и, и даже простого народа. Ну, это я про использование вот, искусственного интеллекта, для ускорения ну, как бы, работы вашей. В плане того, что можно научить, искусственный интеллект, допустим, кускам, вот рунических надписей, и задать, допустим, из тех же калмыцких словарей, слова, и чтобы он сам сидел и искал эти совпадения, и загрузить какой-то большой корпус этих надписей и большой корпус там калмыцких словарей, и машина сама будет все вот эти мэтчи собирать, а потом вы уже, ну, сами можете проанализировать уже как бы готовые такие вещи. Там Ну, может быть, интересно. ну, может быть, в будущем. Но в настоящий момент это такое скрупулезное, да, такое палочка за буковкой, вот так вот как-то медленно, медленная расшифровка идет. Может быть, да. Ну, возможно, ну, другому поколению, но я еще так, слово за слово, буква за буквой, медленно К иду. сожалению, время нашей записи подходит к концу. Я хотел бы как бы попросить вашего там, разрешения, согласия. Может, мы с вами сделаем такой цикл на ну, как бы таких разговоров. Вот. Ну, потому что эти темы, вот, допустим, с жужжаниями или с табгачами, они очень интересны, про это мало информации, и такой серия таких выпусков бы, она закрыла эту бы лакуну. И на самом деле дала бы пищу для ума множеству калмыков, ну, не только калмыков, потому что, как показывает практика, сейчас открываешь любое видео, связанное там с айратами, с калмыками, и начинаешь читать комментарии людей, даже из Калмыкии Да. или, допустим, там целый пласт казахских, кыргызских комментариев, и ты понимаешь, что у людей такая каша в голове, то есть куски истории просто вот так все переплелись, и если бы у вас есть время, мы можем записать прям такую серию выпусков, как мы, допустим, делаем с Марией Ачир, выпуски про особенную нашу степь, то есть запланировать и выпустить было бы, по мне, замечательно. Хорошо, хорошая идея. Давайте. Замечательно. Тогда я очень рад, что мы сегодня с вами смогли, несмотря на все перипетии, поговорить. Мне очень приятно. Я ну, как бы, чеджим байрлна, как говорится. И благодарю вас за столь интересный разговор. Спасибо. До встречи. До встречи. Байрта Харги. Спасибо, Харги.